Приветствую, дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 1 мая. Это у нас с вами будет четверг. Смотрим на колоде цыганский пасьянс. Все знаки, начиная с овнов. Овны, 1 мая, четверг, события дня. Так, смотрим овны. Забыла камешки, сейчас достану. Угу. Первое событие, 2 меча. Подарок. Второе событие. Солнце. Угу. Замочек. Яблоко нельзя. Череп. По горизонтали лебедь. Смотрим, что тут еще есть. Нет. Флаг нельзя. Здесь уже нет карты. Нет. И здесь вроде бы тоже нет. Получается, значит, у вас 6 событий. Нормально, не так и мало. Подарок может быть в этот день. Вы можете получить какой-то подарочек. Что-то бесплатно, даром. Дальше. Мечи — это конфликт, острая ситуация, 2 разных мнения. Иногда мы являемся свидетелями конфликта, тоже не забывайте. Открытие тайны, секрета может быть. Классное настроение будет в какой-то момент. Солнце дает ощущение счастья, радости. Дальше гармоничные отношения в паре. Может быть даже события, верность. Лебедь показывает. И какие-то вопросы по здоровью тоже могут быть в этот день. Череп выпал. Может быть, после конфликта будет просто плохое самочувствие. Да, вот такое, знаете, моральное выгорание такое вот, как вариант, может проиграться. Так что вот из минуса у вас конфликт и череп. Благодарю за внимание. И переходим мы с вами дальше к тельцам. У меня тут все посыпалось. Первое мая, тельцы, события дня. 1 мая. Покажите мне, какие у них будут события, как пройдет день у тельцов. Угу. Так, смотрим тельцы. Угу. Первое событие и цветочек вам выпал. Прекрасно. Расческа — это не очень хорошо. Это неприятность. Удачу нельзя соединить. Угу. Также мечи есть. Возможно, это и есть неприятность. Это вот этот конфликт. Бабочка. Конверт. Деловой разговор, получение. Что-то можете получить в разговоре. Казенный дом. Так, теперь смотрим. Не вижу. Нет. Ну, в принципе, у вас даже и без периметра 1, 2, 3, 7 событий. Значит, из хорошего.
выпало, цветок выпал, это исполнение желания, может быть, в этот день. Застолье, кстати, выпало, застолье, исполнение желания. Из минуса выпала расческа, это неприятность какая-то может произойти. И дальше, видите, еще конфликт, возможно, это и есть неприятность, разборки с кем-то. Дальше у вас еще может быть посещение госучреждения, казенный дом, деловой разговор. И письмо – это получение, когда я что-то получаю. Получаю важный документ, получаю какую-то смс-ку, получаю посылку. Поэтому что-то можете получать. Можно как прочитать, как, допустим, переписка какая-то деловая переписка с казенным домом, с госучреждением. Ну, опять же, тут если не привязываться, оно может быть отдельно разговор, отдельно посещение этого дома и отдельно какое-то важное получение. Так что, в принципе, вот если вам удастся избежать конфликта, то и неприятностей, то все будет хорошо. Благодарю за внимание. Тельцы, перехожу к близнецам. Так, близнецы. Смотрим. 1 мая, четверг. События дня, близнецы. Поехали, смотрим. Четверг. Сразу же первое событие – дом. Это какие-то домашние дела, бытовые моменты, гости. Дом может показывать гостей. Любовь. 2 сердца. Семья, любовь. Так, кораблик не получается соединить. Интимная связь. Любовь и кровать выпала рядом. Угу, цветочек. Расческа. Венок нельзя. Подсвечник. Корона. Весы нельзя. Так, значит, рассказываю. 7 событий у вас. Дом выпал, это какие-то домашние дела могут быть в этот день, ну, связанные с домом именно. Любовь, интимная связь, все хорошо в личной жизни, исполнение желания, надежда на что-то, общение с очень важным, влиятельным человеком. И вот из минуса неприятность. Что за неприятность, непонятно, не показали. Может быть, неприятность будет не у вас, как вариант, а у кого-то, и вы будете свидетелем этого. Но в любом случае надо иметь в виду, что какая-то неприятность может быть. Смотрим дальше. Дальше у нас будут с вами раки. Первое мая. Первое мая, раки. Первое, что я увидела, это лебедь, верность.
цветочек нельзя уже. Сердце. Рыба. Предупреждение. Друг. Тайное свидание. В тайне с другом будете, что ли, встречаться. Горизонтали не вижу, вертикали. По вертикали вижу весы. И здесь не вижу ничего. Получается 5 событий. Первое у вас выпало. Гармоничные отношения в паре в четверг могут быть. Создание пары, если вы пока один или одна. Общение с другом, подружкой. Какая-то тайная встреча может быть в этот день. Скользкое дело, кстати, это и может быть скользкое дело. Когда вы в тайне встречаетесь, да, то вы пытаетесь как-то вот хитрить, юлить, обманывать. Либо это может быть от вас. Да, вот кто-то будет в тайне где-то встречаться. Опять же, скользкое дело может показывать, что кто-то вот вокруг вас юлит, хитрит. И также вот еще у вас может быть сложный выбор. Весы выпали. 2 варианта, и сложно будет выбрать один из 2. Вот такой вот день. Раки. Благодарю за внимание. Переходим к львам. Львы. 1 мая. События дня, львы. Четверг. Как пройдет четверг у львов? Покажите мне, пожалуйста. Сразу же первое событие, 2 сердца. Молния. Сердце нельзя соединить, потому что, видите, уже эта картинка зафиксирована. Так, тут 2 варианта. Первый вариант — это мешок, а еще есть вариант, видите, тайная встреча. Но я мешочек увидела, оставляю его. Если вы увидели это событие, значит, у вас будет эта встреча. Роза. И свиток еще есть. Проверяем горизонтали. Горизонтали нет, вертикали. Вертикаль тоже не вижу. 5 событий. Значит, первое показывает, что у вас все хорошо будет в личной жизни. Любовь и свидание выпало. Любовь, свидание. Дальше может быть какая-то неожиданная новость. Есть информация. Может быть в электронном виде. То есть письмо на почту, смс-ка. Так что готовьтесь к каким-то новостям. Также важная какая-то встреча деловая и финансовые моменты. Здесь мешочек может показывать как расходы, так и доходы, поэтому не могу сказать точно. Но в любом случае какие-то финансовые вопросы будут. Если сундук, он именно показывает плюсы, когда деньги приходят, то мешок может показывать и плюс, и минус. Но в любом случае тут, если минус, то мы что-то покупаем. Как бы деньги тратим, но что-то взамен получаем. Товар или услугу. Так что такая вот информация для вас. В целом у вас день хороший. Новости, какие-то траты, может быть, любовь, встреча. Обычный денек.
Благодарю за внимание, львы. Переходим к девам. Девы, 1 мая. Первое мая, четверг, события дня. Успех. Конфликт нельзя. Свиток. Любовь. Так. Здесь не вижу, здесь не вижу. Здесь нет. Есть по вертикали змея. Одно событие. Получается, значит, смотрите, 4 события я нашла. Из них 3 очень классные, потому что венок показывает успех в делах в работе, победы. Если в этот день у вас экзамены, соревнования какие-то, суды, то вас ждет победа. Деловая встреча, вот опять же, встреча может пройти с классным результатом для вас. Плюс у вас любовь, все хорошо в личной жизни, любовь, чувства. И вечером, вот единственное такое не самое приятное событие, это змея. Очень часто указывает на то, что мы общаемся с человеком, у которого такой острый язык. Он может там нам сделать какое-то замечание, может покритиковать. В общем, как вариант, вот может быть только вечером. Зависть. Змея может показывать завистника, человека, который завидует, например, вашим успехам. Но также змея может еще указывать просто на человека по году рождения змея. Ну, в принципе, этот человек такой по своей природе, да, вот он такой острый на язык. В вашу сторону может там не быть никаких там критических замечаний, но вот вы понимаете, что он такой. За словом в карман не полезет, ну или такая. Так что как тут проиграется, ну будем надеяться, что в вашу сторону нападок не будет от этой змеи. Благодарю за внимание и переходим к весам. У вас, в принципе, день хороший, плохого ничего тут не выпало. Так, смотрим дальше. Весы. Первое мая. Первое мая, весы, события дня. Угу. Падают, видите? Весы, четверг, 1 мая. Какая-то суматоха может быть. Сейчас посмотрим. Дом, домашние дела. Может быть много дел домашних. Когда вот прям все из рук валится. Деловой разговор, бабочка. Либо еще, смотрите, можно было соединить чемоданчик. Может быть, кто-то будет вещи собирать в суматохе. Свидание. Ну или просто приятная встреча. Друг. Приятная встреча.
с кем-то, с кем вы хорошо общаетесь. Угу. И цветочек. Так, теперь я проверяю горизонталь и вертикаль. Угу. Есть успех по вертикали. Здесь не вижу, здесь не вижу и здесь тоже не вижу. Получается, у вас в этот день будет деловой разговор. Кстати, может пройти очень успешно, ведь деловой разговор и успех. Исполнение желания, приятная встреча, общение с друзьями и какие-то события в доме. Ну, связанные именно с домом, может быть, с семьей. Там, покупки, закупки, уборка, там, кружки, гости и так далее. Так что в целом у вас день очень хороший. Успехи в делах, исполнение желаний, общение с друзьями. Так что вам повезло, весы. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы. Покажите мне 1 мая. Скорпионы, события дня. Четверг, 1 мая, скорпиончики. Ключ. Ну, этот день может быть важным для вас. Ключ может показывать какой-то, найдете выход, решение, если у вас есть задача со звездочкой. К сожалению, колодец выпал. Печаль. Угу. Интересно. От печали до радости. Солнце, радость. Так что будет радость и печаль, скорпионы. Пока мне непонятна причина печали, потому что если хорошее событие понятно, да, мы его видим, а плохое я не вижу. Ага, и вот еще одно хорошее есть: успех в делах, достижение какой-то цели. Так, а что же здесь? Горизонтали нет, вертикали не вижу. Я не знаю, из-за чего у вас будет печаль. Смотрите, 3 хороших события и глубокие, сильные переживания. Тут либо эти переживания не касаются вас лично, ну, у вас ничего не происходит, а происходит, например, у кого-то в семье. Или, может быть, это просто элементарно какая-то новость, там, не знаю, о стране, мировая какая-то негативная новость. Просто элементарно фильм посмотрели, какой-то переживательный, расстроились. Потому что, видите, ничего не показали мне. Если бы что-то у вас было, ну, выпало, там, не знаю, мечи, там, череп, что-то бы нам показали. Так ничего. Ключ показывает, что день может быть важным. День, в который будет найдено какое-то важное решение, открыты какие-то двери, которые до этого были закрыты. В общем, тут все в ваших руках. Считайте, что у вас в руках есть волшебная палочка. Радость, классное настроение, позитив, успех в работе, в делах. И вот этот колодец непонятно, печаль. Что вы там печалиться будете, неясно. Ну, какой-то момент такой может быть глубоких переживаний в этот день. Благодарю за внимание и переходим дальше к стрельцам. Первое мая, стрельцы, события дня.
Тельцы, четверг. Угу. Первое событие сразу же роза. Также череп есть. Интимная связь. Вот чую, что здесь вот что-то есть, а я не вижу. Глаза не видят. Угу. Также есть цветок. Чашечка чая есть. Угу. Свиток есть. Также есть сердце. Здесь нет, здесь нет. Нет, нет. И вроде бы нет. Получается у вас в этот день, смотрите, много классных событий. Приятная встреча, свидание, общение с друзьями, интимная связь, гости, исполнение желания, деловая встреча какая-то рабочая может быть. И единственный минус – это тема здоровья, болезнь выпала. Может быть ухудшение самочувствия в этот день. Так что обратите внимание на ваше здоровье. А так, видите, все события, что касается дел, друзей, личной жизни, здесь все хорошо у вас. Хромает только здоровье. Благодарю за внимание, стрельцы. Перехожу к козерожкам. Так, козероги. 1 мая. Смотрим, что у вас. Козерожки, 1 мая, четверг. Четверг, события дня. 3-й раз выпадает. Козероги, 1 мая. Угу. Козерожки, 1 мая. Интересно. Или дорога, или спешка, может, будет какая-то. 4 раза у меня выпала карта. Месяц. Событие, которое имеет цикличность. Цикл. Вот как карта падала 4 раза. Да, какой-то цикл будет повторяться в этот день. Интересно, что больше и ничего и не выпадает. Как будто это какое-то важное событие, на которое надо обратить внимание. Видите? Прям ничего нет. Интересно. Сейчас я еще смотрю периметр. Может быть, что-то найдем, какую-то подсказку. Так, нет, не вижу. Не вижу. Не вижу. Не вижу. Нашла только вот одно событие. Может, я, конечно, что-то где-то и пропустила. Такое вполне может быть. Но я вот видела только месяц. Месяц – это событие, которое происходит с определенной какой-то периодичностью. Там раз в 2 недели, раз в месяц, раз в полгода. И прям это вот как цикл такой. Цикл проходит. И, возможно, у вас даже 1 мая отмечено в календаре, что вы должны вот что-то делать. И карты у меня падали 4 раза. Может быть, как-то цикл связан с 4. Там, раз в 4 недели это происходит. Раз в 4 месяца. Может быть, там какие-то отчеты раз в 4 месяца. Или там женский цикл, да, раз в 4 недели. Ну, что-то такое. С 4, мне кажется, связано. В общем, козерожки, все, что могу вам сказать, это вас 1 мая, ваше событие, это какое-то событие, которое постоянно повторяется. Вот все, что показали.
Благодарю за внимание и переходим дальше к водолеям. Так, смотрим водолеев теперь. Что у вас? Что за события? Покажите мне 1 мая. 1 мая, четверг, события дня, водолеи. Так, 1 мая, водолеи. Расческа, к сожалению, выпала. Сейчас, секунду, отвлекусь. Все, то мне закрыла дверь, а то мне звуки мешают. Так, подарок. Подарок. Череп. Ага, смотрите, неприятность может быть связана со здоровьем. Любовь. 2 сердца. Колокольчик. Разговоры с любимым человеком. Угу. И еще есть верность. У вас может быть даже какое-то событие в этот день. Если выпадает любовь, верность и подарок, это какое-то парное событие. Типа там день знакомства, день свадьбы там, и так далее. Сейчас я еще смотрю здесь. Здесь, ага, есть еще победа. Разговоры о победе, разговоры о каком-то результате. Но опять же, что плохо, то что это пустые разговоры. Безрезультативные. Так, значит, смотрим, что у вас выпало. Из хорошего. Давайте начнем с хорошего. Это любовь. Это верность, ну, какое-то парное событие, там, признание в любви, день свадьбы, день встречи, как я уже говорила, и подарок, скорее всего, не связаны. Дальше. Из хорошего еще победа в работе, в делах, разговоры. Из плохого неприятность и тема здоровья. Вот это предупреждение. Не знаю, будут они связаны или нет. Может быть, неприятность произойдет сама по себе, а какие-то вопросы здоровья сами по себе. Но вполне может быть, что здесь вот они вместе проиграются. Так что берегите здоровье в этот день, водолеи 1 мая. Для вас вот предупреждение. Такая информация для вас. Благодарю за внимание. Переходим к рыбкам. Остались рыбки. Так, рыбы. Первое мая. Первое мая. События дня. Рыбы. Угу. Первое событие. Маска, к сожалению, выпала. Надежда. Подсвечник. Второе событие. Чемодан. Третье. Деньги. Корона.
колокольчик. И тайна, видите, тайна и обман. Скорее всего, что в четверг, ну или плюс-минус один день. Вы же помните, да, что это может быть проигрываться на день раньше, на день позже. Может открыться какая-то тайна. Вы можете узнать, что вас кто-то обманывал. В сочетании вот эти события могут давать такую информацию. Так, сейчас я еще допроверяю. Горизонталь, вертикаль. Расческу нельзя. Не вижу. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, у вас, значит, в этот день, на этот день вы возлагаете какие-то надежды. Надежды, может быть, связанные с домом. Видите, дом выпал рядом. Надежда, дом. Дальше может открыться обман. Будут сняты маски, сброшены. Откроется какая-то тайна. Будет общение с влиятельным человеком. Финансовые дела, покупки, оплаты, расходы какие-то, не знаю, зарплаты и так далее. Временная разлука, расставание с кем-то и пустые разговоры. То есть из минуса у вас получается только маска и тайна. Откроется тайна. Опять же, здесь может быть и обратная ситуация, что, допустим, вы узнаете, что не вас обманывали, а если вы кого-то обманывали, то это тоже может открыться. Да, маски будут сброшены, и другой человек узнает о том, что вы обманывали. И для вас это может быть тоже негативным событием. Поэтому вот так тоже не забывайте, что так мы тоже читаем, да, наоборот. Когда, например, выпадает скользкое дело, то это не в отношении нас, да, какие-то мошеннические схемы, а и мы тоже можем, да, вот, ну, как-то там неправильно поступить, там, не специально, возможно, сделать. Так что здесь вот такая история, рыбки, для вас. Благодарю за внимание, жду вас на своих новых видео.